Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась готовить печень, вкусную печень, всеми любимую, наверное. Вот. А что будем готовить, Сережа будет снимать. Личный оператор Мария Олеговна. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да, как все это будет Маша печень куриную готовить, я это поснимаю, друзья. Первым делом нарезаем лук. Ну, овощи, из овощей у нас что там? Морковка и лук. Все это благополучно Маша сейчас нарежет. И будем обжаривать на сковороде. Да. Конечно же, эти моменты тоже будем немного вас утруждать смотреть. Нарезка лука и нарезка морковки. Все по-быстрому. Лук режем, друзья, произвольно. Я немножко озвучу этот момент. Мелко-мелко и произвольно. Ну, где-то уже цельная луковица. Это маленький лучок тоже. Видишь, весна чувствуется, там росточек появился. Ой, жужжалку, друзья, забыли включить. Она будет жужжать. Наливаем масло растительное. Так, плитка, чтобы у нас нагрелась. Кладем лук и будем обжаривать. Пока это жарится, натираем морковку на терке. Так, пусть это обжаривается у нас. У меня морковка уже магазинская, своей морковки уже нету. Ну, я смотрю, он магазинская, так нормальная, Да, тоже. крупная, даже половину вон взяла, слишком большая была. Ну, такая приличная горка получилась, да? Угу. Берите, кто любит лук, две луковицы. Мы взяли одну луковицу. Потому что кто не уважает лук? Один маленький был, а вторую половину. Я думаю, я сейчас подумал, ты скажешь, один маленький человек. Один был лук маленький, а вторую половинку взяли. Лук немножко уже золотого цвета. Ну, не золотого, прозрачного цвета. А теперь сюда кладем морковку. И вместе уже обжариваем. Так, это уже у нас все готово. Сейчас будем постепенно раскладывать мы на противень. Минут 15, друзья, тушили. Минут 15, 10-15. Наши лук да морковка, как говорится, подружились, пастеризовались. Вот такой противень. И сюда укладываем нашу морковку с луком. Сюда добавляем, значит, мы сразу наши грибы. Обжариваем 10-15 минут. А морковку с луком разровняем. Это у нас первый слой такой получится, да? Первый слой. Ну, можно, конечно, больше лука, морковки. У нас Да, слой тонюсенький получился. кто это самое любит побольше лука, конечно Почему? же. Почему надо побольше? Две луковицы, две луковицы. Сочнее будет. Вкуснее, сочнее. Первый слой готов. Готовим второй слой. А вторым слоем будет грибы. Все верно, Мария Олеговна? Да, потихоньку обжариваем. Грибы немножко подсаливаем. Ну, совсем чуть-чуть, потому что у нас еще основная соль в самом конце. Грибы эти свои, из морозильника. Из Уже леса. полуготовые. Из леса, Маша, эти грибы. Замороженные грибы, друзья, но это лесные грибы. Мы всегда уточняем, когда готовим с шампиньонами,
и с лесными грибами, потому что разница большая есть. Когда готовите шампиньоны, там время, Готовки очень быстро да, делается, а собственные грибы немножко подольше. лесные грибы. Да. Немножко подольше, минут 15, 10-15 минут будем обжаривать. Грибы обжарили. Это все складываем на морковь. На слой, На овощной слой. На да. овощной слой, да. Сюда сразу добавляем печень. Все готовим, друзья, в одной посуде. То есть получается, что не надо быть лишним сковородом наша, да? Печень пусть у нас тоже обжаривается. У нас куриная печень. Так. Это ровным слоем распределяем по противню. Ох, друзья, лесом пахнет, Маша, да? Лесные грибы пахнут летом. Летом, лесом. Приятный такой аромат. От грибов идет. Да, кто любит грибы, обожают. Какие планы на лето, Маша? За грибами есть планы ходить? Да, конечно. А меня возьмешь? У меня подруга приедет потом. Она на лето. Я уже с ней уже договорилась вместе ходить за грибами. Да. Да. Ира Жижева, я тебе передаю привет. Так что будем вместе ходить с тобой вместе, будем за грибами. Телефон не забудь взять, чтобы позвонить, если заблудитесь. Сергей Иванович на стреме будет. Готовим дальше. Печень-то будешь солить или нет? Печень, да, сначала пусть немножко схватится, и потом немножко будем тоже солить. Солим немножечко. Печень у нас готова. Тоже укладываем сюда. На противень. Это уже третий ряд у нас получается. Ну, обжаривали, знаете, чуть-чуть. Минут, наверное, я не знаю, даже 5, не больше. Так, это все готово. Ну, а теперь, друзья, выключаем нашу плитку, эту жужжалку. Слава Богу, чтобы она не жужжала потом. И включаем духовку греться на 180 градусов. Основа блюда из печени готова. Вот. А теперь будем делать заливку. Дальше сюда я кладу сметану. Эта упаковка где-то 250 грамм. Видите. Можете 200 взять, можете 250. Ничего страшного, если у вас позволяет противень, высота противня, ничего страшного в этом нету, если положите на 50 грамм лишние сметаны. Так, размешиваем это. Сюда добавляем соль немножечко. Ну, я вон. Пол ложечки, да, чайной? Да, не очень много. Соль, друзья, делайте по своим предпочтениям. Кто-то любит более соленые вещи, кто-то менее соленые. Маша уже венчиком взбивает. Вот такая простая заливочка. Ну и сюда немножечко перец. Совсем немного. Вот и все. В принципе, конечно же, можно, наверное, зелень сюда и все такое, но мы ничего больше не кладем. Вот это сметанная заливка, яично-сметанная. Перец, соль, овощи там внизу и вот куриная печень. Минутка и заливка уже готова. И сюда мы это поверху выливаем.
Вот так. Все ровненько. Видите? Лука, друзья, можно было добавить. Видите, у нас пространство еще сверху осталось. Можно до краев прям делать это блюдо. Еще будет очень вкусно. Вот не послушалась меня Маша, не положила лук, который Сергей Иванович очень любит. И вот и не хватило. Ну, что поделаешь. Я такой лис. Духовка у нас согрелась, готова. 180 градусов. Отправляем в духовку на 25-30 минут. Ну, это уже будем смотреть. По готовности. Да. Всё. И, друзья, да, нас ждет прекрасный обед. Вкусный, прекрасный, с лесными грибами, а самое главное печенка. Когда едим это блюдо, обедаем этим блюдом, чувствуешь, что ты ешь печень. Не ешь грибы, не ешь там овощную подушку, а ешь печень. Вот. Поэтому там и так-то и сметана есть, и яйцо есть, но вы будете кушать и будете кушать печенку. Вот так. Поэтому и блюдо называется печень. Готовим печень, а не готовим грибы или что-нибудь другое. Вот, ну, наше мнение такое. Так, у нас время подошло. 27 минут для точности. Скажу, 27 минут держали, но у всех духовка разные, друзья. Посмотрите, какая красота. Прелесть. Просто прелесть. Все это горячее, друзья. Ждем, пока остынет. Немножко осядет, конечно, это. Но красота необыкновенная. Ой, Маша. Конечно, получилось. Все румяное. Аромат по всему дому. Ой, Так что будем чуть-чуть немножко остынет и будем пробовать. аромат прям ароматно. Очень вкусно. Так, пробуем нашу заготовку. Самый ответственный момент всегда это, конечно же, первый кусочек. Что там внутри, все ли пропеклось. Ну, я думаю, все нормально там. С начинкой еще, такая мощная начинка. И видите, как там все пышет жаром. Снизу овощи, грибы, печенка и связующий элемент заливка сметано-яичная. Видите, какой еще толстенький такой. На вроде пирога даже можно сказать. Ну, это печенка. Ой. Аппетит аж прям от аромата и то, как выглядит это блюдо, и зная этот вкус, аппетит разыгрался совсем вообще. Супер. Вид очень приятный, красивый. И, наверное, тоже на вкус. Да, вкусный, конечно. Ну что, пробуем. Я сметану положила. Так Скажи. вкуснее. Скажи, еще что со сметаной и не Ой. вкусно. Ты куда смотрела, а? Маш, балдеет, Маша. Такое вкусное, Да? Печенка. мягкое. Печенка не жесткая, да? Нормально. Знаете, что? Знаете, что получилось? Вот со это сметаной, наверное, чувствует. вообще, да? Вот это чувствует. О, какую оценку-то Маша сразу залепила. Вот это ческит, говорит. Действительно, очень вкусно. И грибы. Запах этих лесных грибов вообще придает такой аромат, такой вкус. Ну и печенка, естественно, нежная. Пританцовывает даже, Маша кушает. Какая-то нежная все. Печень нежная, все нежное. Все очень вкусно получилось. Так что советую приготовить такую вкуснятину. Конечно. Это такая, во-первых, это красиво смотрится. Во-вторых, это до невозможности вкусно. И со Ароматно. сметаной это вообще вкусно. А я, друзья, буду без сметаны есть, правда.
Я сейчас попробую тоже. Да не жалей, там кусочек побольше. Печенка, чтобы главное досталась. Сейчас попробуем. Сразу, Маша, на второй глаз давай. Уже готовлю. Ой, горячая. Но вкусно. Но вкусно. Очень вкусно, друзья. Все в меру. И соль, и перец немного. Вот. Все. Ничего лишнего нету. Прям 10 из 10, если снайпер делает выстрел, то точно в яблочко. Маша прям по центру этого яблочка попала. И с солью, и с перцем, и количеством лука, и моркови, и заливкой. И то, что так зарумянилось красивенько, это все благодаря умению Маши. Ой, Маша, спасибо за такую вкусняшку. Вот. Вкусно, очень вкусно. Обед просто суперский у нас получился. Просто суперский, друзья. Вот после видео я с добавкой это блюдо, эту печень буду кушать. Очень вкусно. Булический, да. Маша кушает и умиляется прям. Быстренько это все кушает. Но у меня там еще целая тарелка, надо закончить видео и потом тоже приступить к обеду. Очень вкусно. Вот. А Маша сегодня будет топить баню, в баньке будет париться. Вот. Я тоже, наверное, присоединюсь к Марии, если не против будет. Вот. Дальше, что еще из нового у нас? У нас снег растаял в общих, в большинстве снега уже нету. Но за 2 дня, за один день, за одну ночь даже выпало столько много снега, что держался 2 дня этот снег. Вот сегодня под вечер он растаял. Вот, снега снова нету. Речка открытая. Надо к открытой речке спуститься, поздороваться и отнести гостиниц. Гостинцем могут быть всякие конфеты, сушки обычно я бросаю в открытой воде. Это, так сказать, каждый год такое. Обучаю уже у тебя. Да, каждый год преподношу. К этому обучаю меня приучил отец. Когда первый раз спускает лодку, он всегда бросает в воде такой гостиниц. Ну, сейчас он не ездит уже на лодке. Каждый год весной бросает гостиниц. Или конфеты, или там хлебушек, или сухарики, или печенушки. Я обычно конфеты и сушки бросаю. Вот. Надо спуститься, поздороваться с речкой. Она после зимы, как говорится, проснулась. Такая, пока еще не полноводная. Холодно и нету большой воды. Вот так, друзья, немножко снова наболтал, но вы видели прекрасное какое блюдо приготовили, и это всем, друзья, советую. Вот так. Маша сказала, что я все твержу ческит, потому что это вкусно. Ну что, на этом на этой вкусной ноте заканчиваем этот ролик. И говорим до свидания. До новых рассветов. И пускай они всегда будут только добрыми, только вкусными и всегда приносят только добрые вести. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ира, приготовь обязательно этот рецепт. Тебе это обязательно понравится. Это Маша своей подружке передала. Подруга с большой буквы передала привет. Так, ну Ира, от меня тоже привет большой. Так, вот печенка. Я все так это блюдо называю блюдо из печени.